Самобытный социально-политический уклад, существовавших у абхазов в конце XVIII, второй половине XIX века, имел ряд своеобразных черт, не позволявших найти ему прямых аналогий в других, более изученных регионах Земли. Сегодня тема нашей лекции – демократические традиции абхазского народа. Игорь Степан, историк-кавказовед, в 2006 окончил исторический факультет Абхазского государственного университета. Специализация «История Абхазии». Закончил аспирантуру в Институте археологии Российской академии наук. В 2010-2014 годах преподаватель исторического факультета АГУ. Сфера научных интересов – социальный и политический строй горских народов Кавказа. Историческая практика свидетельствует о том, что чаще всего элита побеждала в этом противостоянии, полностью подчиняя себе остальное общество. При этом простые люди отстранялись от управления, и все материальные блага, закон и вся духовная сфера жизни общества оказывалась под их контролем. Однако это не единственный путь. Целый ряд примеров того, как люди жили самостоятельно, решая насущные жизненные задачи, прибегая к помощи элиты, правящего слоя, только в экстраординарных случаях. А при этом страна умудрялась сохранять свое этнополитическое единство, централизованную власть перед лицом своих соседей, защищать свои интересы, но внутренне состояла из множества небольших самоуправляющихся коллективов, которые решали хозяйственно-бытовые вопросы, вопросы местного самоуправления самостоятельно. Примеры таких обществ – это греческие полисы, это коммуны Швейцарии и средневековой Италии, это вольные горские общества Северного Кавказа, Атласа, Бирмы, испанской Басконии, индийского Ассама, африканского Атласа и другие. В том числе некоторые из них сохранили эту структуру по сегодняшний день, как, например, Швейцария и Исландия. Абхазское общество в эпоху своего самобытного существования – это завершающий этап существования независимого владетельного Абхазского княжества, 18-е, первая половина XIX века, представляло собой пример общества именно такого типа. Но была и своя особенность. Она заключалась в том, что помимо развитых традиций народовластия существовали не менее древние аристократические традиции. И в результате абхазы выстроили общество, в котором демократия и аристократизм были тщательно сбалансированы между собой, а элита, власть и простой народ оказывались в состоянии взаимной зависимости и вынуждены были сотрудничать в принятии любого управленческого решения и воплощении его в жизнь. Еще в 1869 году в одном источнике отмечалось, цитирую, что в абхазском обществе с одной стороны стояла владетельская власть и иерархия сословий, что придавало феодальный характер учреждениям страны. С другой стороны, являлось выработанное опытом жизнью народа общественное устройство, поставлявшее пределы власти владетеля и произволу высших сословий. Главным носителем этих демократических традиций в абхазском обществе была категория лично свободных крестьян, анхаю. По данным переписи, проведенной в 1868 году, они составляли 70% всего населения страны.
В 1866 году Черепов писал о них: «Как люди, снискавшие пропитание трудами рук своих, нуждаясь в защите личной свободы, Анхаю с себе подобными составляли союзы и отстаивали все права, какие оспаривались другими сословиями. Во всех обыденных делах каждый Анхаю и по обращению, и по правам, и по силе есть равноправный гражданин. По численному превосходству своему, по понятию о достоинстве своего звания, Анхаю были сильнее дворян, всегда знали, что могли с ними справиться, видели примеры и последствия открытой борьбы этих классов в соседних племенах и поэтому не были закабалены высшими классами». Показательно в этом отношении история народного суда, состоявшегося в 1813 году. Тогда двое Анхаю, Кварцхели и Изукбая, убили князя Чачба, известного своими тираническими наклонностями. Собрался народный суд, на котором, естественно, аристократия настаивала на том, чтобы максимально жестко покарать крестьян. Но под давлением большей части народа, представленного теми же самыми Анхаю, убийцы были оправданы и не понесли никакого наказания, даже не выплатили штраф. В процитированном источнике обращает на себя внимание то, что был использован термин «гражданин». Конечно, его нельзя понимать в современном значении, когда мы говорим гражданин Абхазии или гражданин России, гражданин Франции, а чисто в социальном смысле. То есть в том, что речь идет о в полной мере полноправном, свободном и ответственном члене общества, обладающем свободной волей. Естественно, само по себе численное преобладание крестьянства, оно еще не давало таких преимуществ, чтобы сохранить свою свободу. Однако, если оно соединялось, как в абхазском обществе, с демократическими традициями, это превращалось в мощное преимущество, позволявшее противостоять своим главным социальным оппонентам, то есть знати, жаждущим установить жесткий авторитарный режим. И первая из этих традиций – это солидарность, то есть обязанность взаимопомощи и соучастия в жизни друг друга, когда люди объединяются в коллектив и вместе осуществляют любую деятельность, отстаивают свои права, помогают друг другу. Групповая солидарность позволяла людям не ждать милости от властьпридержащих, а самостоятельно решить свои насущные жизненные проблемы. То есть реализовывался принцип «возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке». Разумеется, это приводило к тому, что, решив большую часть необходимых проблем, задач в своей жизни, люди переставали нуждаться в том, чтобы их постоянно кто-то контролировал. Более того, ощутив вкус свободы, вкус самоуправления, они начинали тщательно оберегать ее от попыток элиты как-то отнять, обрести больший контроль над их жизнью. Одним из главных результатов групповой солидарности в жизни абхазского общества можно считать абсолютно отсутствие маргиналов. За всю свою историю абхазский народ не знал, что такое бродяги, нищие, сироты. Они отсутствовали. Родственники и соседи не позволили бы ни одному человеку столь низко опуститься по социальной лестнице. Но одновременно это же означало, что человек за какой-либо проступок лишенный групповой поддержки оказывался абсолютно беззащитен и бесправен. Именно из таких людей формировалась уникальная категория живых мертвецов, людей, лишенных чести и уважения, с которыми даже отказывались садиться за один стол и принимать пищу. Ярким проявлением групповой солидарности в ее родственном варианте была кровная месть, действующая по принципу «один за всех и все за одного». Это значило, что если один
какой-то отдельный человек подвергался агрессии, то агрессор тут же наталкивался на коллективное сопротивление всех, кто готов был его поддержать. И причем получалось, нападение одного рассматривалось как нападение на весь коллектив. А это мешало князьям и просто политическим лидерам в Абхазии использовать террор, принуждение, заставить кого бы то ни было исполнить приказ силой было практически невозможно. Тут же начиналась кровная вражда. Причем кровная месть, что очень интересно, как истинно демократический институт игнорировала социальную градацию общества. Она, как дамоклов меч, висела над головой каждого, будь то простой крестьянин или могущественный князь. Барон Тарнау описывает такой пример, когда люди владетельного князя Михаила Чачба, владетельного князя всей страны, убили двоих выходцев из Цибильды, ссылаясь на то, что у них вроде бы было право карать за разбой. Родственники же убитых, ни минуты не сомневаясь, затеяли против самого владетеля кровную вражду, и он не погиб только благодаря тому, что в ключевой момент поменялся своей одеждой со своим телохранителем. Телохранитель был убит, а владетель остался жив только благодаря хитрости. Кровная месть – механизм народовластия. Почему? Потому что позволял и даже обязывал людей самостоятельно выносить приговор и приводить его в исполнение. Люди сами, родственники убитого, решали, что убийца виноват, и уничтожали его. Это в чистом виде альтернатива исполнительной власти. Ведь в нашем современном обществе подобными вещами занимаются соответствующие органы правопорядка. А здесь они уже были. Причем в определенном смысле для людей это было более комфортным решением, позволявшим не ждать, когда судья смилостивится, вынесет справедливый приговор, пока его приведут в исполнение. Люди занимались этим самостоятельно. Кроме того, та же кровная месть мешала использовать самих местных жителей Абхазии для покорения других. Вот что об этом пишет источник. Речь идет о том, что, не имея возможности использовать абхазов, владетельные князья Абхазии часто приглашали иноземцев для того, чтобы исполнять поручения, связанные с тем, чтобы заставлять людей что-то исполнять силой. Это происходило не потому, что владетель не доверял абхазам, но политика эта клонилась к устранению кровомщения в крае, если заставить абхазцев усмирять собственным оружием своих же соотечественников. Солидарность внутри родственного коллектива превращала его в монолит, в сообщество людей, совместно шествующих по жизни. Как писал в 1853 году Серебряков, фамилия абхазская составляет по народным обычаям общий союз, налагающий на всех и каждого обязанность взаимной защиты и мести в столкновениях с другими фамилиями. Но между собой они разделяются на частные фамильные союзы. За кровь и насилие и тяжкие обиды налагаются тяжелые штрафы, которые не в состоянии уплатить один виновный, а уплата возлагается на всю ответственную часть фамилии, которой он принадлежит. Таким образом, все члены каждой фамилии связаны между собой родом взаимного поручительства за сохранение общественного спокойствия. То есть, получается, не только взаимопомощь, но и ответственность за деяния каждого из членов фамилии была коллективной, всеобщей. Поэтому часто случалось так, что если человек совершал убийство и начиналась кровная месть, мстители убивали не его и даже не членов его семьи,
а членов его фамилии, что уже считалось приемлемой формой мести. А другая форма солидарности – это солидарность соседская. Между людьми кровно чужими, но объединенными общностью проживания в одной местности. Не случайно, что Киарас, как основная форма трудовой кооперации, и Амцахара, как основная организационно-тактическая единица в абхазском обществе, это были объединения именно соседей. Хотя изначально Амцахара, уже по термину видно, было изначально объединением родственников, но уже в рассматриваемую эпоху это объединение соседей, жителей одного поселка. Интересным моментом солидарности было то, что всякий лидер, жаждущий власти, амбициозный человек, также пользовался ею, пользовался поддержкой своих родственников, соседей, друзей. Это тоже была форма солидарности. Причем оказывалось, что как только он воспользовался их поддержкой, он сам оказывался обязанным ими. В результате лидер, вроде бы воспользовавшись помощью своего окружения, возвысившись над ним, оказывался тут же опутанным целой сетью обязательств. Обязательств, которые заставляли его делиться результатами своих успехов с теми, кто его поддержал. А это значило, что человек не был в состоянии сконцентрировать слишком много богатств, слишком много славы в своих руках. Все это он вынужден был делить с теми, кто рядом с ним. Для сравнения приведу другую традицию, которая сложилась у народов Северного Кавказа. Там поступили жестче. Сложилась традиция, когда убийство человека прославленного, то есть проявившего лидерские качества, считалось подвигом. И в результате многие социально активные люди, могущие принести пользу обществу или хотя бы прославиться по-настоящему, довольно быстро погибали. Видный кавказовед Карпов объяснил суть этой традиции вот чем. Непомерно возраставшая слава человека сулила оказать и уже оказывала насилие над обществом в плане нарушения баланса личных и групповых интересов. И поэтому он подлежал физическому устранению. Как видно, абхазский вариант, когда окружение помогало прийти лидеру к власти, а затем присваивало себе долю его успехов, являлся и более рациональным, и более гуманным. Другой важный аспект, к сожалению, не оцененный по достоинству в наши дни, это то, что степень реальной свободы людей во многом определяется возможностью самостоятельно формировать картину мира, выносить суждения, что плохо, что хорошо, что правильно, что неправильно, что следует делать и от чего следует отказаться. В наши дни контроль над этим осуществляют СМИ. Чуть ранее этим занималась интеллигенция, а в традиционном обществе, о котором мы говорим, в абхазском обществе, функция контроля над сознанием людей, она фактически находилась в руках старейшин. Это была, что такое старейшины? По сути, это духовные лидеры общества, не претендующие на политическую власть, но обладающие правом давать морально-правовую оценку всем событиям, которые происходят в жизни общества, и поведению конкретных людей. В результате политические лидеры, князья, дворяне или анхаю, которые выделились своей славой, не рассматривали старейшин никогда как своих конкурентов и не боролись с ними, но вынуждены были считаться с их мнением. Одна осуждающая реплика со стороны старейшин могла вдребезги разбить авторитет, репутацию человека, которую он выстраивал годами, а может и десятилетиями. Суть института старейшин была в том, что
по мере достижения преклонного возраста человек как бы обретал особое духовное качество. Не случайно старейшин зачастую абхазов называли апаимбар, ангел. То есть в представлении абхазов того времени, да и в наши дни, старость и святость – вещи взаимосвязанные. Именно эта идея и давала такую духовную силу старейшинам. Кроме того, старейшины участвовали и в хозяйственной жизни населения страны. Дело в том, что если в иных обществах с достижением старости человек как бы отстраняется от общества, то на Кавказе он только менял свою специализацию, сохраняя свою функцию в общественном разделении труда. Если в молодости, будучи сильным, он сам был производителем и воином, то, состарившись, он передавал эту функцию своим более молодым родственникам или соседям, а сам становился хозяйственным управляющим. То есть тем, кто распоряжался, какие работы будут выполнены, распоряжался имуществом, находящимся в ведении семьи, фамилии или села. А в результате, опять же, политические лидеры, князья лишались возможности управлять материальным достоянием страны. Народ справлялся без них. В качестве управляющих всеми материальными благами и процессом труда существовали старейшины. И к князьям практически никто не обращался за подобными просьбами. То же самое можно сказать и о вере. Мы знаем, что вера является очень мощным рычагом контроля над сознанием людей. Самый яркий пример – это, пожалуй, Западная Европа в средние века, когда через духовенство власти удавалось контролировать народ. Правители объявлялись помазанниками Божьими, власть их объявлялась сакральной, а значит, любой бунт и попытка защитить свою самостоятельность рассматривалась как бунт против самого Господа. У абхазов же наоборот. Древние языческие традиции обусловили то, что у каждой фамилии, в каждой местности, помимо общеабхазских, были свои культы. Не было какого-то единого, которым можно было прикрывать чью-то власть. Кроме того, известна и многоконфессиональность Абхазии издревле, когда в одной семье или в одной фамилии одновременно могут находиться и христиане, и мусульмане, и язычники. В таких условиях религия не могла служить инструментом контроля над массами людей. Другой важной демократической традицией была у абхазов принята в те времена неприкосновенность данных обязательств. Это значило, что во взаимоотношениях господина и его подвластного всегда строго оговаривались обязательства взаимные. И, будучи однажды оговоренными, они уже не подлежали одностороннему изменению. Причем это была настолько укоренившаяся традиция, что она касалась даже наиболее бесправной части населения – рабов. В одном источнике читаем: «Агруа можно продать другому не иначе, как с личного его согласия, без чего никто не вправе принудить его принадлежать другому. Приобретатель агруа заключает с последним договор при свидетелях насчет тех услуг, какие агруа обязан исполнять. При нарушении обязательств владельцем агруа прекращает всякие отношения со своим господином до окончательного удовлетворения или уходит под покровительство церкви». Получалось, что раб в Абхазии имел больше прав, чем любой крестьянин в стране, где победили крепостнические отношения, например, в соседней Грузии. Кроме того,
любой свободный человек, а зачастую и лично зависимые, в том числе рабы, использовали такую практику, как ассоство, то есть переселение. Если человек понимал, что в том месте, где он живет, по тем или иным причинам, он не может оставаться, чаще всего это была попытка какого-нибудь местного лидера подчинить его, то человек менял место жительства, переселялся на другой конец страны, где его принимали как гостя в каком-либо акыта. И село ни в коем случае не имело права выдать его, поскольку он считался гостем этого села. Это значило, что, как опять же пишет другой источник, обычай переселения оказывал благодетельное влияние на обязанных повинностями Анхаю, удерживая владельцев повинностей от чересчур стеснительных требований из опасения потерять все. Если господин был слишком требователен, он терял своего подопечного. И, наконец, последняя традиция, которая свойственна для любого демократического общества и в наши дни, это традиция приоритета личных качеств человека над его социальным происхождением или материальной состоятельностью. Например, в феодальном обществе мы знаем, что главное значение имело социальное происхождение человека. Именно поэтому зачастую даже правителями целых государств становились люди бездарные и ничтожные. В капиталистическом обществе современном главным мерилом человеческого успеха и влияния является богатство. Но в традиционном абхазском главное были его личные и персональные качества, а социальное происхождение и богатство играли подчиненную роль. По этому поводу вот что можно почитать в источниках. В 1820 году путешественник Поль Гибаль писал: «Предприимчивый, энергичный и смелый человек, владеющий деревней, может стать грозным и создать себе репутацию, которая увеличит его богатство. Степень влияния каждого лица из благородных сословий, подтверждает его Завадский, зависит от лично заслуженного уважения. Сильный дворянин имеет больше веса, чем слабый князь». Это касалось в том числе и верховного правителя страны, владетельного князя. Как писал Будков, власть владетеля зависит более всего от его личных достоинств и от того влияния, которое он приобрел на народ. В качестве примера мы можем вспомнить Сифербея Чачба, человека, хотя и формально являвшегося верховным правителем страны, но не обладавшего достаточным авторитетом в глазах людей, а потому не только не имеющим возможности править страной, но и вынужденным прятаться от тех, кем он должен был управлять. В заключение хотелось бы пару слов сказать об экономическом строе. Сам хозяйственный уклад абхазского народа также препятствовал установлению жесткого контроля элиты над населением. Господствовало натуральное хозяйство. Были ограничены товарно-денежные отношения в любой форме. Абхаз готов был потратить свое время и силы, выполнить просьбу, оказать какую-то помощь добровольно в виде одолжения, но ни в коем случае не взять деньги, чтобы не опозориться. Это приводило к тому, что население было очень умеренно в своем потреблении, не нуждалось постоянно в деньгах. Кроме того, не было до конца, не сформировалось понятие о частном неотчуждаемом землевладении. Что это значило? Право на землю обреталось через труд. Если человек взял какой-то участок, очистил его, облагородил, засеял,
он становился его владельцем. И уже затем мог передавать своим потомкам или родственникам по личному усмотрению. Ни один дворянин не мог просто так прийти в какое-либо село, согнать крестьян с земли и объявить это своей собственностью. Получалось, что фактически плата, те подати, которые крестьяне приносили дворянам и князьям, это была не плата за аренду земли. Земли было слишком много. Абхазы не понимали, как можно ее делить строго. А платой за безопасность и невмешательство в свои дела. Конечно, со временем, на протяжении XIX века, когда абхазская знать увидела в соседних странах примеры того, какую роскошную жизнь ведет там знать, как она жестко подчинила себе крестьян, они тоже стали пытаться превратить те территории, над которыми они просто были покровителями, объявить их своей личной собственностью. Что, кстати, послужило одной из причин восстания 1866 года. А в целом, это устремление абхазской знати, хотя и обошлось народу очень дорого, привело к возмущениям и к махаджирству, но в результате знать добилась своего, и, как мы знаем, поземельная реформа 70-х годов XIX века привела к тому, что в Абхазии утвердилась частная собственность помещиков на землю, кое ранее не было. Традиции и институт народного самоуправления, коллективная взаимопомощь и обеспечение самостоятельности незнатного крестьянского населения от высших сословий. Нам есть чем гордиться. До свидания.